Сәлем бітті қадірлі достар, к нам едет Диля Садовод, мой любимый ландшафтный дизайнер, который біздің бүтін участокты озеленила, посадила крупномеры деревья, цветочки. И каждую весну она к нам приезжает, потому что, достар, я вообще не умею возиться с цветами. А надо с цветами что-то делать, потому что они все сухие стоят, я не знаю, что с ними делать. Привет, Диля! Хуже меня похудела. Я развелась, раз похудела. Вот. Нет, замужем я не была. Вот видите, как развод действует на женщин. Они сразу худеют и хорошеют, достар. Но я, конечно же, не развелась, все нормально со мной. Но все знают, что я сделала резекцию желудка, достар. Мои гортензии стояли в горшках вот тут, помните? 2 горшка, даже 3 у нее было. Мы на зиму Диля их закопала прямо с горшками вместе, а сейчас вот она их, как там? Обрезаем. А вот. лаваш все нормально перезимовала. Перезимовала, да? Да. То, что снегом поломалось, ничего страшного, потому что все равно мы обрезку делаем. Альберт мынау да қар үйген. И вот, прикиньте, все поломалось. Я даже обрезать не умею. Все, я вот в этом году научусь, Диля. Все. Сейчас я посмотрю, как ты это делаешь, это видео сохраню и буду сама делать. Конкуренцию мне можешь составлять. Каждый год я так, между прочим, говорю. Ты не помнишь, что ли? Это последний раз. Да, это последний раз. Даже Диля уйдемен нейін алған. Вот. Я буду записывать, да, список работ на сезон, что мы будем делать в следующий раз. Ревизия уткарамын. Ревизия деген. Шуны меняли, получается, 3-й раз. Да, 3-й раз. Ушу урында. Ушу урында. Нормально. Вот Да. Мы договорились, что если на 3-й раз не пойдет, мы уже ее менять не будем, что-то другое посадим. Что-то другое придется сажать Но туда. есть один нюанс. Какой? Үйлешіп қараға керек. Үйлешіп қарай. Диля разговаривает с деревьями, достар. Представляете, мы? Хадр үйлешіп қарай. Вот пулын выдала, что-то там разговаривает. Вот действительно, достар, в этом месте почему-то сосна не приживаются. 3-й раз меняли. Теперь уже тут что-то другое будем сажать. Я еще вот тут хочу возле туалета, видите, крупномеры деревья посадить, чтобы от соседей отгородиться. Вот в этом месте. Хочу большие деревья. Девочка, а был Посади. мальчик. Мальчик слабоватый. Ну, в наше время все женщины... Все мальчики слабые, женщины сильные. Сильные, независимые, а вот мальчики слабоватые. Вот так вот. По жизни так, даже у деревьев так, понимаете? -1 мужчина. Да. Вкусный. Диля, короче, такая говорит. У меня диета ты, ашамаем ты. Ладно, пирог я чуть-чуть попробую. Диля уже 2-й кусок аша утравляет. Мне еще беревера будет. Короче, Ну когда... сегодня себе разгрузку тебе порадовать. Конечно, я сейчас надо. поеду дальше работать. Ну, Ни в чем себе не отказывайте, особенно когда Милеша под что-либо предлагает. Подписывайтесь под все. Моей второй женой готова стать? ага. Я такая, ну на 1 месяц можно Я потом никак хватало даже. И он говорит, на каких условиях? Я говорю, мои условия. Покупаешь мне фирму, Вот закрываешь, озеленили. закрываешь мои кредиты, ипотеки, даешь мне деньги, ты, чтобы я на маникюр туда-сюда походила. Оплачиваешь мне путевку в Стамбул. Прям почему-то хочется мне в Стамбул. Ага. И этот шопинг в Стамбуле. И вот я сейчас большой теннис начала играть. Я говорю, вот мне курт оплачиваешь и тренера тебе. А что ты так дешево себе продала? Тренер, знаешь, как дорого стоит? Одно занятие с куртом 4500. А кто твоя первая жена? Ну, как второй женой станешь, потом познакомили тебя было. В общем, он послушал мои условия, и этот... Согласился. Слился. Я говорю, слился, блин. Смысл был спрашивать мои условия, если ты не готов. Вот говнюк, бляха-муха. Как я вам в башкирском национальном костюме? О, прикольненько, да? Вообще такая девочка-прикидочка. Мужчин же оценивали потому, как много монет на ее женщине. Его платежеспособность. Вот, представляете, короче, Башкортостанда мужчин оценивали по женщине. Чем женщина больше монет на себе носила, тем, значит, богаче ее муж был. Представляете? Сейчас в нашем мире, наверное, тоже так же. Мужчина оценивает по женщине. Чем больше на женщин драгоценных камней и дорогой одежды, и брендовые сумки, брендовая одежда, тем, значит, богаче ее муж. Или же, либо же он весь в долгах и в кредите. А то видно, что я башкорт, да? Ты ДНК не делал?
Диля, такая Диля патриот. Ты тест ДНК не делала случайно? Потому что рыжий, бедрослый, голубоглазый, башкұрттардың көргенім жоқ еді. Тебе надо сделать срочно тест ДНК. Зачем? Міне, мәселен, Салауат Юлаев. Зор болған бетінде, теге көкел төслі көзлері. Я же тоже, вот, у меня голубые глаза, я высокая, светлая. Ну, получается, Ну, не рыжий, кудрявый волосы же. Ырулар түрлі, бетінде, һәрбір ыру түрлі болған. Просто біздің яққа менің тұқымдарға монголар ерімеген, наверное. Бұлардың тоқымдарын монголы нетмеген, басмаған. Не обуздали. Да. А біздің, походу дела, тоқымды достар, монголдар бек яратқан, походу дела. Потому что біз весь бітімді шалайын. А Диляна көздері дур, голубоглазый, да еще рыжий, кудрявый. Как кашмал дошью, замуж выйду. Диля говорит, как кашмал дошью, замуж выйдет. Ну, кашмал дошила. Кашмал дошила, а жениха нет. Менде Диля патриот. Сколько киімдер тіктірген. Юл мына, представляете, түрді елдерде біздің Башқұртстанда, прикиньте. Заманда болды енді хәдір. Вот. Блин, классно, очень классно. Мне больше всего понравился, доктор, вот этот первый, который я одевала. Я хочу теперь отшить точно такой же себе, вот ошо камзолмана. И она теге баяғы кидем, вот фуксия яулық, что я хочу себе сделать. Да. Костюм. Башкұрттардан должен быть национальный костюм. На Несе я еще дожила, а у меня нет костюма, доктор. Кстати, Диля в молодости, доктор, работала на Аляске, на рыбном заводе. Представляете? Я уже эту историю рассказывала. Диля, расскажи, как ты туда попала-то? Ну, в то время была программа Work and Travel для студентов. Мы выбрали рыбный завод для того, чтобы нам сказали, что больше всего денег мы там заработаем. Ага. Сол контракт заключать иттік-ті. И, но бізге сразу айттылар, еще ауыр. Мен ауыл қызыққай, менге немеге ауыр болған бетінде. Потом полетели на завод. Диллингхэм он назывался. На Аляске? Да. Он такой маленький город на берегу залива. Маленький ғана вагончикларда, вот северде мужиклар ішлейді енді бәлеке вагончикларда. Біз сондай вагончикта 12 кіші яшанық мол. Ой, Алла. Двухэтажные кровати, там были... Неси куркмай, да, блин. Мы же не знали, что мы в такие условия попадем, но было прикольно. Телефон юг, не юг. Была телефонная будка, связь была очень дорогая, и я помню, разрешала себе, что-то мы там скидывались, и по 1 минуте домой звонили. Я стояла на кишках, потому что меня инкасли қызықайным, егеттерімнен ұшайтып на кишках стояла. Балықтардың кишкиге? Еттігі зур форелларды алып келелер, осындай огромный рыбаны. Ұшайтып, кто-то перед тобой қырқып бере, а мен ұшайтып қолымды тұғамда кишкені ұшайтып выкидывал по 6 часов, ұшайтып тамайынса почти. Ужас. И сколько платили вообще? Ну, в то время, по-моему, $8 в час это было. Пограничник столбаш эшләдем. Җибдимде дә мен буя моторы товмада вел. Короче, очерга олен мин үзебезнең үй янында пограничник ни куям этем бар минем тошет, шуны куям басып, шунасы ни баннерны икене куям. Короче, урам пограничник була. И открываю этот самый. Открытие улицы будет, еще ленточка с красной. Вот он се ерунда был, он коньяка да был, он да кордар минем полковник ФСБ, паричник от ФСБ. Это шунда хуяга. Нет, тош. Yo, ana gündüzgene örülüler onda. Все, Диля, Эшенбекто переодевает свои каблучки. А сапоги свои убирает. Короче, доктор, я знаете, что еще хочу? Я сюда хочу посадить клен. Вот прямо вот в это место большой клен хочу посадить. Потом еще сюда 2 клена и еще тут что-нибудь такое. Короче, я хочу клен. Почему? Потому что мне нравится, когда осенью клен такой, листья такие становятся красновато-желтыми, яркие такие. Мне вообще обожаю клен. А меня Альберт не разрешал сажать клен, потому что говорил, он как сорняк разрастется. А Диля говорит, ну клен-то разные бывают. Бывают же сортовые, они не разрастаются. Так, проверим температуру. Так, в моей машине так. 37,1, может 37, наверное. Постоянно же Альберт температура мерить. Или даже 369. Давай, Казалия, проверка, папа слышала на тамике. Сейчас проверим. Ой, Аллах. Как мы вот тебя бросим, уедем, я не знаю. Папа доставит Мика. Мама сказала, Улесей говорит, приедет. И чё? А чё такое лицо? Улесей приедет, и что? Только это не выкладывайте, да? Твоя любимая тещенька приедет. Чё за это-то? Я не поняла. Да, Залюшка. Это же хорошо, что Улесей приедет к тебе. Да, конечно. Давай, меряем температуру.
Сейчас папа руку проверим. Постоянно Альберт так Азалия температуру мерит. Руку прикладывает и говорит, столько-то градусов, да, Азалия? С детства, между прочим. 37,4. 37. ошибся. Чуть-чуть ошибся, ты вообще сказал. 37,1 дигани? 37,1 девяток, ты 36 и чем ты говорил? 37,1 сначала сказал. Вот. И загриповал вообще конкретно. Дару сыну? Бүгін это более-менее, да, чем вчера. Вчера же очень капец. Альберт готовит вкусный этот шашлычок на своем гриле, достав. Вот. Так, из чего у нас шашлык, Альберт? Говядина и баранина. Говядина и баранина, достав. Смотрите, какие кусочки. О, блин, жар же сильный. Офигеть. Нифига себе, какой жар идет. Руку вот так поставил, уже гореть начинает. Вообще сильнейший жар достав. Вот это баранина, да? Ага, а тогда говядина. А говядина отбивайте ты могу. А? Закрываем. Потому что я тоже хочу попробовать вообще-то. А? 4 минуты с одной стороны, 3 минуты с другой стороны. А мен сені аламын. Ну, это же все уже. Ну, хин отбивайте ты мені. Иттім. Куркма. Хотя бы бір кусочек хочу попробовать. Раньше Альберт покупала всякие для своих шашлыков всякие там разные шампура, разные посудки, всякие штучки покупал. А сейчас для этой вот грили он начал покупать вот такие вот вещи. Вот это что? Это расческа какая-то. Это что? Давай рассказывай. Это так чесать. Ей, куда чесать мы. Нет, серьезно, не. Альберт. Серьезно, это мне Рамилер подарили, это в наборе было. А что делать? Ну, я чистил этим, решетку. Вот. Вот двумя буду вот так делать. Так, покажи-ка. Вот такую вот он щетку купил с железными этими. Оказывается, им чистить гриль. Башта баяғы вот Альберт алған да шуны свайлберсе заказал. Вот эту штуку. И арқаһын тырнап отырайын, представляете? Қазір гриль будет чистить, да? Видал, солнце ваше идеал, какая красота. А почему вот этот как-то не румяный? А, нет, румяный. Мне кажется, слишком большие кусочки. 250 градусов, и күйін күйдіре баштаған. Нормально. Азалия у нас доктор приболела. Вообще гриппует очень сильно. А мы улетаем в Таиланд на неделю. Не знаем даже, как ее оставлять. Представляете, что за родители мы такие? Может, ты полетишь, я оставлю. Ой, уже билеты же куплены. Представляете? Болеет, загрипповала вообще, температура не падает. Придется маму просить, чтобы мама осталась с ней. Хлебушек вот. Ох ты, какой горячий, как будто из печки. Ой, алла, как всегда, бляха-муха, күйдергенский, бля. Вот такой шашлычок. Офигительно, какой красивый. Просто какой-то шедевр искусства, как будто бы. Да, вообще красота. Ну, хлеб, конечно, только что-то не очень. Чего ты, моя маленькая? Тебе писать. Ёклай, да, ёклай. Представляете, халек до такой степени. Офигительно ароматный и очень красивый. Блин. А что этот? Думаешь, мне можно шашлык? Месяц только прошел после операции, блин. Шашлык жал, траты брал. Баракейну кусочек? Сейчас маленький кусочек возьму. Ну, если мне плохо будет, ты будешь виноват. Бесновая нахрен. Блин, такой вкусный. Офигеть вкусный же, а. Жира такой не буду. Ну, там не нужно. Забавь жир. Мне нельзя жирный. Мне нельзя жирный. Сама сидит, жрет шашлык. Это жир, я такое не буду. У нас очень беседовал. Очень сочно, очень. Просто бомба. Ирина 100 говорила, что после операции через полгода она начала есть шашлыки. И ей лезет, до сих пор даже лезет, один кусочек только шашлыка. Но я вот сейчас жую, баранина просто обалдеть вкусно. Мне 2 маленьких куска влезло. Я хочу сейчас третий. А что, может, у меня желудок уже растянулся, что ли? Короче, доктор, мы в аэропорту вылетаем в Таиланд. Харагат был икеуде, рахатланып, пьют пиво.
Я сейчас здесь проходил, администраторы сидят. Мы никогда не были в таком минусе после них. Надо поднимать цену на вход. Это все Жасмин, блин. Жасмин, ты что столько съела? Конечно, это тухтовое пиво сказать. Вот смотрите, какой большой самолет. И она тоже крупная. И знаете, что хочу сказать? Представляете, всего утырбишки. Этот самолет рассчитан на 350 человек вроде как. Представляете? Сейчас все 35 пассажиров будут спать. Капец, блин, прикинь. Это как повезло, блин. Очень повезло. Вот чай, кофе открыли. Кофе открыли. Будешь кофе? Я тоже буду кофе. Сейчас расскажу прикол. Представляете, Мадолтар? Мы, значит, билеты в Таиланд взяли по 30 тысяч на одного человека, да? А вот эта девушка, Альфия, оказывается, она торгует железобетонными изделиями, своя фирма, работает с подрядчиками. И представляете, знаете, за сколько она взяла билет? Альфия, давай, покажи. Нет, перевернуть надо. А вот, сейчас. Смотрите, вот, за 10 860 взяла билет. Прикиньте. Так, что это за сборище тут? Сейчас я вас всех сдам этому пилоту. Сейчас быстро вас раскидаю. Смотрите, если Кангырхагат банда Казахстанда түшүрүп калдыралар экен бүтөгө. Мына, исеп кара. Кара. Блин, ну конечно, он закрытый Нет, стоял. ты же 30 минут назад только ела с удовольствием. Ну нормальный он был, он, видишь, контейнер Как раз задохнулся. Пасха, иди угощай. Туалеты занимаем очередь. Туалетов много в самолете, 6 туалетов на 3 человека. Бахыр пирогом алып алгайны достар, бля, придется сейчас выкидывать, так жалко. Мына букашига плиткара екен, оказывается, твердый в самолете. Хотя в самолете очень тепло.